Дети войны. Это поколение нынешних бабушек и дедушек. Война отняла у них светлое и радостное детство, искалечила детские судьбы. Макарова Лидия Константиновна родилась 20 декабря 1938 года в деревне Пужмаил Вовожского района. В семье была самой младшей, третьим ребенком. В 1956 году она вышла замуж за односельчанина Макарова Александра Пантелеймоновича. Друг за другом родилось 5 детей, за что ее наградили медалью «Материнская слава». За многолетний добросовестный труд она награждена 2 медалями «Победитель соцсоревнования» и «Ветеран труда». Лидия Константиновна, сколько лет вам было, когда началась война? 3 года. Из родственников кого взяли на войну? Кого призвали? Моего отца, братьев, Его братьев, да? да. Мгм. А сколько у него было братьев? 3. Степан, Арсентий, Платон. Платона за что-то, не знаю, с памятью плохо было, да, туда. Вот, Куда-то отправили, да? да. В действующей же армии, да, воевал? Он не воевал, его, Лечиться, наверное, отправили. он в армии не был. Мгм. А вот тяжело, наверное, было в годы войны. Да как и тяжело. Что вы помните из рассказов вашей мамы? Маму мы много не видали. Все на работе было. Мы с бабушкой воспитывались. Мгм. Ели, что растет на земле, то и ели. Хлеба не было. А вот что именно ели, из чего еду готовили? Лебеда? Потом, Крапиву ели? как не ели? Ели, все ели. Мгм. А как крапиву готовили? Его варили? Наверное, не помню, я готова и ела, да. Маленькая была еще, да, ведь? Мгм. Мгм. А вот мама в колхозе работала, да? В колхозе, все на ферме. Мгм. А вот вы одна была у матери, у мамы, вы... Мы 3. Сестра 32-го была, брат 36-го. Мгм. Их уже нету. Мгм. И вот вас 3 детей, вы с бабушкой. Вы помогали, наверное, бабушке, да? Как не помогали, наверное. А что вы делали, что вы помните? Ну, в огороде купаться или что. Мгм. В огороде все садили, да? Мгм. Пололи, поливали. Ой, А что больше выращивали в огороде? картошка была. Мгм. А из овощей? Даже из картошки листья ели, суп варили. Мгм. Так, из овощей, наверное, было, что ли? Мгм. А лебеду в хлеб, да, добавляли Да. в муку? Да. Мгм. А скотину держали у вас в семье в годы войны? Корова была? Не знаю, не помню, годы войны не помню. Послевоенные годы была корова, Мгм. а военные годы я уже ничего не помню. Вы в школу пошли в год Победы, да? В 45-м году. Наверное. Мгм. Что вы помните про школу? Ну, учились, учителя русские были. Мгм. На чем вы писали? Карандаши, перо. Мгм. А А листья были, чер- листы? чернилы не было такой из этого. Из Из сажи? сажи разводили, Из саж- да? да, да. Мгм. Да, вот А так. писали, листочки были? На чем вы писали? На книгах, наверное, старых книгах. Мгм. Это помню. Кормили ли вас в школе?
Нет. Какая? Нет. С собой С носили, собой, да? с собой носили печеную картошку. Там И ели. все, да, без хлеба. Там пужминские хорошо, богато жили. И мы рябину унесем и поменяем на это. Кусочек хлеба. Выменивали еду, да, получается. Мгм. А в классе много ли было детей? Вот в вашем классе, где вы учились? Так были же, наверное. Я уже не помню, сколько у нас было. А тепло ли было в школе? Не холодно было, Ага, не холодно. топили. А в какие-то игры играли вы в школе? Играли, туда в лес ходили. Как это называется? Зорница, Зорница. да? Да, Сейчас да. это называется зорница, да? Да, Белые и да, да. красные были, да? Или немцы и русские? Русские. Русские и немцы делились. Ну, русские удмурты играли, теперь Ага. не знаю. Ну, на две команды делились, да? Да. И играли. Кто победит? Мгм. Мгм. А как вы играли? Шишками кидались? Кто куда прятались, кто кого найдет. Ага. Вот так играли, да? Мгм. А вот в годы войны с одеждой проблемы не было? Вот одежды хватало? Ой, нечего уж говорить про это. Все тканое было. Домотканные, да? Лапти, Мгм. шерстяных не было ничего. Все тканое. И Это, платье, все. Ваша Это мама из- шила, наверное, да? Да, а это из льна, да? Льняная одежда. да, да. А шерсти не было, потому Шерсти что не было. шерсть давали в государству, да, на фронт. Да. Сестре платье тканой маяке нулиз, но со килпир луиз, бушчиндерим кайт потеваза. М. Играть играли, а колхозу помогали вы, когда учились в школе? Но свободное время, наверное, помогали. Я курец пастушила Кур пастушили. и маремез. С 6 лет пастушили кур, да? Дядя Йосиф. Кур и гусей пастушили с 6 лет. Это колхозные были, да, куры и гуси? Да, да. Мгм. Гуси не колхозные, Свои. свои гуси были. Мгм. А в колхозе куры были, да? Куры были. Мгм. А что еще в колхозе? Какая живность была? В колхозе ферма была, Была. там взрослые работали. А вы Да. ходили помогать? Так мы еще маленькие были. Мгм. А сколько классов вы закончили? 7. 7 классов. Там 4 класса. В Пужме. Пужмаистской школе 4 класса. Да. А потом вы где учились? Гуреспудге. В Бориспудгинской 7-летней школе, да? Удмуртов Учили Ну, отдельно? в классе Б удмурты были, Ага. а русские нас пужминских А. Мгм. А удмуртский язык и литературу тоже изучали, да? Удмуртский язык я вроде не... Или... Уже забыла. не помните, да? Мгм. Ага. А вот уроки пения, например, были у вас? Были, Что вы пели? не знаю, Не помните, да, что вы пели? Но вы ведь очень хорошо поете. не знаю. Споем Хорошо еще, ли, да, плохо ведь? ли, но пою. Да, споем еще. А вот во время учебы в школе вы, наверное, колхозу помогали все время, например, Как же, осенью помогали, картошку собирали, наверное, да, картошку всей школой. собирали. А на зерновых вы работали? Где? На складе, например, зерно Ну, там. тогда еще не работали. Нет, ну, когда вот в 7 классе уже, 6, 7 И работали. работали. Да. А вот летом сенокос. Ой, да как же без нас? Мгм. Как же Весь без нас? сенокос, это все дети работали. Да, А в колхозе колоски вы собирали? собирали.
Куда вы собирали колоски? Я уже не помню, куда девали их, Наверное, в корзинке собирали. наверное. А вам угощений никаких не давали, когда... Нет. 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 За эти колоски даже кусочек хлеба не давали. Какой хлеб? Ничего не давали. Нет. Какой хлеб тут? Война была, да, но пришел День Победы. Но в деревне, наверное, ведь все радовались. Мужиков уже мало было в деревне, так от чего радоваться-то? Но вот война закончилась, День Победы, да, ну, может, праздника не было, но начали ведь приходить с фронта. Вы помните этих солдат? Возвращались с фронта. Помню двоих. Кого вы помните? Степанов. Кузевала не сон. Ну вот Степанов, еще кто? Горшков. Ага, вот этих двоих помните, да? Мгм. Они вот раненые были? Они, да, вот они раненые были, или они целые, здоровые пришли? Здоровье, которые-то без ноги. Не помню. Николай Горшков, наверное. Мгм. Ну, вот такие искалеченные войной приходили, да, и вы все равно на это ведь обращали внимание, видели этих людей. А вот они что-нибудь рассказывали про войну? Я не знаю, мы не собирались к ним. Не собирались, да? А вот в школе как отмечали День Победы? Ну вот, говорю, ведь ходили по деревне, по улицам. Мгм. Торжественным маршем ходили, да? Да, С да. красным флагами, флагом. наверное, да? Ага. Мгм. А кто вас С водил? песнями. Кто это организовывал? Щеткин Иван Петрович. Мгм. Сам он воевал, да, ведь? Всю войну прошел. И вот вас уже после войны учили учителя-фронтовики, да, ведь? Да, Строгие были все. да. Ой, я боялась его. Мгм. А почему боялись? Так, мужиков не было в деревне, так поэтому, что ли, своих мужиков не было, и в деревне мало было, Мгм. В семье вообще мужиков не было, да? да. Мгм. Но если его боялись, может быть, он строгий был, Да. поэтому... Уроки по истории он давал, учил так. Чтобы меня не спросили, я пряталась за кого-то. Ой, боялась. А фронтовики медали и ордена носили? Носили. Вы, наверное, смотря на них, очень гордились, да? Мгм. Что они победители. Ой-ой-ой, вспоминать так, это просто, Ужас, да? ой, Тяжело было. тяжело. Как сложилась ваша жизнь после учебы в школе? Ну, работали на ферму, сразу пошла, овец кормила. В своем колхозе вы работали, да? Мгм. А вы помните, как колхоз назывался? Пушмаиля. Да, все молодые работали, у всех работа была, почти все на ферму. На ферме А работали. потом вы куда-то учиться поехали? Что? Куда-то учиться вы поехали? Нет, Потом вы замуж вышли, да? замуж вышла. Мгм. И потом дети пошли, да? Да. Ага. А вот сколько детей у вас? 5 детей, 11 внуков, 14 правнуков. О, богатая бабушка. Богатая. А помните ли вы свадьбу? Весело было на свадьбе? Нет, Не весело Потом- было? нет, потому что Много ли гостей было? не было. Пужминские ходили, русские. Поздравлять вас, да? Да, Мгм. да. А не весело было. Не весело. Мгм. Ну, зато жизнь веселая получилась, да? Мгм. Столько внуков, правнуков. А вот на ферме не только ведь вы овец кормили, и дояркой, наверное, работали. Доярку я не работала. Здесь только сюда переехали. Тогда уже с дояркой стала работать. Мгм. Но труд в колхозе, наверное, был тяжелый. Как не тяжелый? Тяжелый, конечно. Там сортировали отходы, так,
Жагин пришел. Я говорю, какой привет будет от этого? Там муки нету. А ты помнишь, как мы жили? В годы войны, да? Годы войны 37-го. Мгм. Сам 37-го года рождения, да, Генрих Ильич? Жагинова. Мгм. Да. Плохо жилось. Но после войны, наверное, все равно уже жизнь стала налаживаться, да? И одежда появилась. Да, конечно, денег не было. Мгм. Мне надо было купить пальто. Здесь в магазинах не было. Туда набережные Челны ездили. О, такое событие, да, ведь? Да, Набережные Челны за Да. купить Даже тогда, пальто. когда чуть-чуть денежка появилась, да, Ой, Да. купить ой, негде Мгм. было. Вот сколько радостей это было, да, ведь? Да. Но долго носили вы это пальто? Висит еще. До сих пор? Да. Вот вы очень бережно, Жечь. наверное. Жечь жалко. Ой, не надо сжигать. Музей жаль. лучше отдать. Да, Музей. да. И вообще Ой. отдельную историю про это пальто написать. Мгм. А День- чтобы купить пальто, вы... Деньги появились, так теперь ребята появились. Мгм. Опять им надо. Детей надо одевать, да? Да. Кормить, учить. То за месяц мы 190, 180 получали. А вот вы скотину, наверное, дома держали еще. Держали. И продавали там, чтобы деньги выручить. Самим только. Только на мясо, да? Да. Мясо, молоко. Мясо, масло, молоко. Мгм. А вот мама вам шила вещи, а вы шьете, рукодельничаете, вяжете? Ему одевать не надо, не было Нечего было надеть, да? брюки. Ага. Так я шила, ему купила материалы, шила. Брюки, да? И ребятам тоже все шитое было, сама Мгм. шила. И Молодец. пальто, вот я еще помню, наверное, пальто шила. Платье на День Пасхи. Всю ночь не спала, они ждали все новое. Все нарядить хотели, да? М. Кем вы хотели стать и о чем мечтали? Чтобы мои дети только хорошо учились, мечтала вот это. А самой уже не учиться. Ребята пошли, так 5 их надо одевать, кормить. Ну, слава Богу, хоть учились они хорошо. Мгм. Образование получили. Вы всех выучили, да? Она педагог Мгм. Николай, а вторая Врач. экономист. Врач, Люба. экономист. Да, Коля врач. Мгм. И ваша мечта сбылась, М-м. да ведь? Да. Хорошие дети выросли. Да. А вот Только сейчас... вот Вера пошла в агроном учиться, так. Дома все землей, и там земля. Не буду учиться. Мгм. Бросила, не стала Мгм. учиться. Но все равно жизнь устроила хорошо, да ведь? Мгм. А вот что вы хотели бы пожелать молодым, вот своим детям, внукам, вообще новому поколению? Что вы им Желаю желаете? всем хорошо жить, здоровье, чтобы у всех было. И в дальнейшем все, чтобы хорошо было. Я могла, что делала, могла. Что могла, то делала. Мгм.